Всем привет! Ну что, у нас крайняя рыбалка в этом году на зимнюю рыбалку, я думаю. Поехали мы с Андреем, с коллегой по рыбалке. Как вы поняли, мы едем не на Прагу, не на Берлин пока едем на рыбалку. Что едем надолго, что с этого получится, будем смотреть. Сегодня с утреца ведерочка на балансировке. Да, вот. Так я тебе показывала. Да, сколько? Нет, килограмм. Да, килограмм. А что такое большая? А чем это маленькая? Тут достал, понятно. Ребята, говорят, мало поймали. Ведро, да? Точно. Ну, потому что рукой давай. Камеру пока не отцепил. Уже вторая такая. Только приехали. Вот Роман привез дрова, молодец. Ну это так, ничего страшного. Сосна отомстила, хоть и сухая, но... Отомстила, да. Да. Пробой. Без лицензии нельзя пилить. Как сказал Виталик, расследование проведено, виновато дерево. Только валежник может дать. Валежник бы не сломался. Я тебе объясню, как я ее ловил. Давай, объясняй. Все рукава насквозь. Еле ее вытащил тут засранку, блин, мелкую, блин. Как вытаскиваю, показываю, что ты как, мы же не знаем. Она у меня сорвалась. Как сорвалось. Это Вот. Да, еще кинул в лужу, блин. подписчики хотят видеть случай, ну, Она как вот бы. так вот морду показала и туда, я туда. Этой рукой не достал, полез другой. Он весь насквозь, до сих пор все течет. Вот Ёкарный так вот. бабай, блин. Для маленькой щучки столько Ну, геморроя. показывай, какая у тебя. Ну, Смотри, давай. она покусала еще даже, видал? Ох. Есть, да. Вообще огонь. Ну, блин. зато запомнится Ну случай. да. Так, у нас спор рыбаков. Окунь будет или 300 грамм, или сока. 350, он сказал. А ты говоришь только. 300, не больше. Такое бывает. На реке. Давай. Закусы вот Так. такие. Да, будет. Ну-ка покажи, Сав. Я не отгадал. Да, да, меньше, там 300 Там грамм. даже 250, наверное, да? Ну, 300 нет, даже 250 там, да? Нет. О, даже вообще 180. Даже 200 нет. Сава Это Сава, да. Сава, пока у него такие большие амбиции. Потому что я поймал, за Да, это большой, поэтому кажется. такая большая амбиция у него. 350 оказалось 180, да? Савелий проиграл. Да, Савелий, да, проиграл. Немного ошибся. Да, Савелий, ты и в историю Ничего войдешь. страшного, какие-то 100 грамм там разница, да? 150. Ну, 150. а так в 2 раза почти. Андрей с очередным уловом приходит. Еле вытащил. Ну, мы ее отпустим, естественно. Конечно. Показал, все, давайте пускаем. Сегодня второй день, приехали с утра, 6 утра времени. Говорят, щука клюет до обеда. Лучше. Посмотрим. Вчера поймал 11 штук. После 2. Поклевка была. Третья щучка небольшая. 7 утра. Не успеваю включить.
еще такая. Красоточка попалась. Вот Роман у нас вытащил щуку одну. Идем плотничком. Клещук. Сергей уехал за подмогой. Фильтрация речки. Никто не проскочит. Вот, вот она. На пускании поклевка была. И вот включил камеру, еще успел заснять. Вот нашли место. Вот столько рыбы уже. Плотву давно не ловил, грамм по 150 такая. Подъязки небольшие. Окуня такие хорошенькие. Прям приятно тащить. Щучка. Туда минут 40, наверное. Пол ведра. Сейчас попробуем поснимать. Андрей у нас близ не ходит. Поймал 2 щук. Ну а я так. 5 подъязков. 20 окуней. Ну и штучки 3 или 4 плотвы. Сегодня будем жарить плотвичку с подъязками на сковородочке. Прям с одной лунки и подъязок, и плотва, и окунь. Бомба. Ты что поделаешь, а, прикинь? На камеру включил, перестала ловиться. Ну вот, нашли мы рыбу. Бурили. Лунок 50 забурили, нашли. Погода сегодня, сколько у нас градусов? А, плюсовая, да, смотри? Снег уже оттаял. Уже плюсовая. Андрей какого-то взял? Эх. Грамм 250 какой, да? Куда? Хороший. Хороший. Эти стоят, смотрят. Да? Ага. Вот такой вот. Прячем рыбу, потому что на нас все смотрят. На нас все смотрят. Самая простая рыбалка, где рыбу найти, это смотреть по сторонам, ничего не делать. Мы стараемся, не стараемся, мы ищем рыбу по-другому. Сами ищем. Бережок кунек дойдет. Сноровочка. Иду, да? Сюда? Один уже на лед вышел. Ага. Не знаю, сейчас посмотрим. Нет, туда, к мосту пошел один. Махаем потише. Мне вообще как бы махать не рекомендуется. На бок он вообще не садится, нужно или передом, или задом. Блин, сейчас ты прям это сильно так не садись перед них, сразу поймут они, что здесь что-то не так. Вот Андрей вытащил щуку. Хвостом вышел. А ты подцепил ее, подсек ее. Подсек, ага. Хорошая. Ну, подсек ее туда, да? Угу. Ага, ну-ка, щучка. Угу. О, счастливчик. Молодец.
Андрей. Учу его, обучаю, как правильно балансировать, как правильно рыбу искать. Правильно рыбу прятать. Как рыба, да? Ну, ты фото делаешь. Угу. Это что, блядь? Ну это чем оно может быть? Ну это точно не клыками здесь было. Это бобер. Ты достал, да, ее уже такое? Да, это бобер. Бобер не есть рыбу. Это мотобуром. Просто как она может клевать в таком состоянии, я не знаю. Это вот на балансире идет штука. Ну, снимать ее на видео. Вот камера стоит. Ну я просто не успеваю. Просто раз она поклевка и не успеваю все сделать. Ну уже как бы чуть-чуть есть. Не успеваю снимать. Не знаю, пошел жор щуки или что. Вторая лунка. Вот она. За килограммчик с копейками. Самая большая щука у нас за 2 дня. Прям шикарная поклевка, шикарный день. Поймали уже мы, сколько, Андрей? Ну уже штук 15, 17. Где-то так, да. Это 15 минут работы на балансирчик. Уже домой скоро, наверное. Ну, клюет вроде как. Берем дров. Наш улов. Ну, это уже хороший улов. На балансирчике не снимаем, потому что невозможно снимать. Трудно снимать. Вот у меня камера прошка вот висит. Но ты ходишь постоянно в движении. Дрочишь, как говорят, да, рыбаки. Подращиваешь. То есть кивочком работаешь. И поклевки стремительные, и на падении нельзя зафиксировать. Видеоматериала нисколько не снимешь. И зафиксировать все поклевки невозможно. Вот я ее сегодня включал только 3 раза, не успевал. Вот, вот у меня на щелчке глубина небольшая, там не 5, не сколько, там метр, полметра. И не снять видео для того, чтобы вы поняли кайф чуть-чуть и мой кайф рыбалки. Невозможно ни камеру таскать, ни на кронштейне, чтобы снимало все видео. Потому что ходишь, снимаешь и по 20 лунок, по 30 без результатов. Вот как так. Снимаю, что снимаю. Стараюсь для вас. Красота какая. Первый день отпуска. Снимая фото и видео. Вот такая рыбалка у нас получилась на балансиры. Все уже темнеет. Снимал мало. Наловили вот столько. Щуки вот они на балансиры. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 щук. Подъя заклевал сегодня. Первый раз так ловлю. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 подъязков. 15-16 подъязков. И вот такая вот крупная плотва попадалась. Прям ладони, ну грамм на, не знаю, там грамм на под 170, наверное. Вот такая сегодня у нас рыбалка. Окуня попадались вот такие, грамм под 300, наверное. Хороший окунь.
Ну, вот поближе. Вот такая вот у нас сегодняшний улов. Вчера была одна щука. 35 щук мы поймали вчера. Сегодня 13 всего. Но мы акцент делали на удочке, искали рыбу, нашли. Мы поздно нашли, поэтому немного поймали. Завтра с утра будем пробовать окуня ловить. Окунь поклевывает, окунь есть. Щуку уже поднатаскали, уже хватит. Сейчас будем ее потрошить, заниматься рыбой. Так что вот так. А вот у нас вчерашняя рыбалка. А это у нас вся щука. 2 окуня всего. Вчера мы занимались чисто щукой. Ходили, акцент ставили на щуку. Вот такой вот результат у нас. Андрей, собственной персоной. Вот он, пожалуйста. Угу. Андрей делает финскую свечу. Ну вот финская свеча готова. Сейчас мы будем чистить рыбу и греть руки. Так, вот костер. А это подача для 2-часовой работы. Будем шкерить рыбу, жарить лапичек и потроха. Что может быть прекрасней щучьих потрошков? Ну-ка, Андрейка, давай-ка мы зажгем сейчас на контенте. Да, зритель. У него времени немного. Да. Сейчас мы зажгем финскую свечу. Да не торопись. Угу. Не знаю, что сегодня со мной. Я смотрю на тебя, как будто в первый раз. Слова, опять слова, одни слова. Не знаю, как сказать тебе. Ага, идет, пошла. Ух ты, вот. Ну как-то вот так мы отдыхаем. Это так, да. Все для вас, вот выдумываем вот такие всякие подачи. Смотрите, прям подача какая. Шикарная просто. Но температура где-то около 0, +1 может быть. Нет, ну 0 где-то, да? Ну, объем работы нам заниматься рыбой, чтобы дома это не делать. Сейчас на часа 2 мы прилипли. Все, занимаемся. Что не спорю, прекрасный. Что мне порой нужно просто тишина. Вот так вот. Поехали работать. Вот такая дымка поднимается. И вдоль речки пошла. Прям аккуратно по речке пошла. Дымочка идет. От финской свечи нашей. Ух. Кайфанули, да, Андрей, уже? Ага. Что может быть прекрасней? Находиться в отпуске в таком живописном лесу, где никого нет, только ты
ты Природа, и я. деревья, рыба. Вообще просто шикарно. Это весна. Заряд энергии обалденный. Здесь мы икру. Здесь у нас икра окуня заморская и потроха. Печень щуки, окуня. Вот. Вы еще часа здесь надолго. Заниматься, конечно, но ничего страшного. И святой любви, что творится, что творилось на твоей земле. Работаем потихоньку, работаем. Уже темнеет. Прошло 3 часа. Мы перешли уже с Андреем. В кураж вошли, уже чистим окуней от чешуи. Домой привезем уже почищенную рыбу. Щуку всю почистили. Вот всю почистили. Сейчас возьмем мы, наверное, одну почистим щучку. И для ухи, что по ухе, тоже будем уху делать. Все-таки сварим, наверное, ушицу мы сегодня. Почему нет? Сварим ушицу и пожарим потроха. Полная у нас тарелок потрохов. Здесь около, к литру. Ну, икры тоже чуть побольше литра. В общем, дел не проворот еще. Сейчас мы эту рыбку еще засолим. Подъездков небольших засолим на тараночку. Щучек мы тоже что-нибудь с ними сделаем, придумаем. Начинается у нас готовка. Это мы будем жарить. Это у нас уха. Будет из щуки, из голов щучьих, из окуней, из подъязков. Плотва. А это у нас сейчас будем так. Маслица. И жарко, парка пойдет сейчас у нас. Подождали, пока нагреется. Угу. Процесс идет. Наливаем маслица. Так, плотвичку берем. Вот так. Так, не торопимся. Хотел здесь плотву, и забыл так. Ну, вот эта большая по 200 грамм, где-то грамм 170-200. Угу. Закинули перчик вот такой, горошек потом. Угу. А это нас еще потроха ждет еще. Потроха. Литр, наверное, не знаю. Сегодня съедим, сегодня ничего не пожарим, не нужно. Нет, домой заберем. Вот. У нас уже эта плотвичка готова. Закинул Андрей щучьи головы. Рыбка. Патроны поздно подвезли, рыбу подогреваем.
всем ребятам из группы «Рыбалка». Сегодня пришлось потрудиться, чуть пораньше встать.